Здравствуйте! В эфире Канашской студии телевидения «Вести недели», в студии Олеся Григорьева. У города Канаша большие перспективы, заявил глава Чувашии Михаил Игнатьев в ходе подведения итогов социально-экономического развития муниципалитета. 2017 год дал сильный толчок вперед за счет программы моногородов. Более 600 миллионов рублей безвозмездных средств поступили в Канаш. Совещание началось с награждения лучших из лучших. Студенты и молодые специалисты получили свидетельство на стипендию главы региона. Михаил Игнатьев в предисловии отметил, это большая удача, что участвуем в программе моногородов. Смогли привлечь новые инвестиции. Чем выше будет зарплата в городе Канаше в реальном секторе экономики, тем будет выше уровень зарплаты работников бюджетной сферы. Касаясь вопросов жилищно-коммунального хозяйства, происходят, как всегда, отдельные аварии. Конечно, они устраняются. По мусору здесь была целая проблема, но, по крайней мере, на первом этапе справились с этой задачей. Но нам надо выйти на системную работу. Вот стратегия развития города Канаша должна быть направлена на то, чтобы навести порядок, элементарный порядок в сфере жилищно-коммунального хозяйства, создание комфортной среды, это благоустройство дворовых территорий, подъездных путей. Мы не первый год работаем, тем более вы участвуете в программе «Городская комфортная среда». Эта программа была утверждена на уровне Российской Федерации президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Мы привлекаем федеральные средства, с регионального бюджета выделяем. И эти средства позволят в течение 5 лет в городе Канаше создать красоту. По итогам 2017 года в городе произошел рост объема отгруженных товаров промышленного производства, оборота розничной торговли, общественного питания, объема введенного жилья, среднемесячной заработной платы. В целом зафиксирован рост собственных доходов городского бюджета. Задачи ставим какие на 2018 год? Мы планируем увеличить рост собственных доходов на 13%. Запланировано в бюджете на 2018 год для выполнения расходных обязательств, которые дополнительно легли нам в части дополнительного финансирования, которое пришло из республики на реализацию проекта моногорода. Виталий Николаевич отметил, предприятия динамично развивающиеся. Они в условиях кризиса смогли увеличить количество рабочих мест, уровень зарплаты и товарооборота. Но глава республики обратил внимание на то, что в городе Канаше огромная сумма налогов недопоступает в бюджет. Это порядка 9 миллионов долгов. Кто-то платит, а отдельные просто не отчисляют положенные согласно заключенных юридических документов. По-другому говоря, эти вещи, они оцениваются как коррупционное проявление. Есть сотрудники, которые не первый год работают, которые подписывают эти договора, потом должны мониторить. Есть финансовые структурные подразделения, экономисты, которые занимаются. Вот ваша оценка и как мы, когда взыщем, эти средства должны быть в муниципальном бюджете, в вашем бюджете. На сегодняшний день часть средств, которые были указаны в отчете, погашена, но небольшая сумма. МП ЖКХ свою сумму погасила. По М-строю 608 тысяч рублей. Все документы находятся в арбитражном суде на взыскание. По ООО «Водоканал» в процедуре конкурсного производства у нас предприятие находится. Единственный большой должник ООО «Стройсервис» 5 миллионов 691 миллионов рублей. Решение арбитражного суда у нас имеется о взыскании, но там процедура конкурсного производства, конкурсно-управляющий юнит. ООО «Перестройка» имеет долги 576 миллионов рублей, 576 тысяч рублей. Взыскано судебными приставами на сегодня 222 тысячи рублей. Задолженность составляет 447. У нас направлено требование о погашении задолженности и уведомление о расторжении договора. ООО «Северный» имеет долг 70 тысяч рублей, возбуждено исполнительное производство на указанную сумму. ООО «Западный» у нас тоже отсутствующий должник, но по нему тоже работа по взысканию ведется. В городе продолжается реализация 8 инвестиционных проектов со сроком до 2020 года общей стоимостью порядка 1,5 миллиарда рублей с созданием 319 новых рабочих мест. По сравнению с 2016 годом в прошлом в Канаше сократилось количество субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом заявил заместитель министра экономического развития Сергей Григорьев. В 2018 на поддержку предпринимательства из республиканского бюджета планируется направить 34
4 миллиона рублей. В целом городу в 2017-м выделено 658 миллионов рублей. Это на 56% выше предыдущего. Замминистра финансов Фарида Муратова обратила внимание руководства города и депутатского корпуса на резервы пополнения бюджета. На 1 января 2018 года 5988 человек трудоспособного возраста заняты неформально. Здесь бюджет не добирает минимум 19,5 миллионов рублей. Жители города в полном объеме получают социальную поддержку. Депутаты Государственного совета Чувашии Кемидин Мифтахудинов и Виталий Иванов выразили благодарность в адрес республики и страны за поддержку малых городов. В завершении выступила главврач Рената Федорова. Она рассказала о демографической ситуации. В 2017-м на 20 детей меньше родилось, чем в 2016-м. Ведется активная работа по профилактике абортов, выделяются квоты на экстракорпоральное оплодотворение. 12 матерей воспользовались процедурой ЭКО. Решается проблема нехватки врачей, ведется капитальный ремонт больницы. На ремонт выделены средства на сумму 35 миллионов рублей. По итогам встречи в интервью Михаил Игнатьев отметил позитивную динамику развития муниципалитета. Позитивная динамика на сегодняшний день есть. Мы знаем, что промтрактор-вагон на сегодняшний день плохо развивается, но в целом это производство передано в ведение государственной корпорации «Ростех». Перспективы у данного производства хорошие, хочу сказать. Сегодня трудно, но перспективы хорошие, вот подчеркиваю. Кроме этого, для минимизации на рынке труда, для снятия социальной напряженности, для того, чтобы своевременно трудоустроить всех тех высвобождающихся, которые по разным причинам увольняются с разных производств, мы прошли хороший конкурс, защитились на уровне Российской Федерации. Сегодня город Канаш, как моногород, получает более чем 1 миллиард бюджетных денег для реконструкции очистных сооружений, для капитального ремонта дорог, для подведения коммуникаций для наших резидентов, инвесторов, которые развивать будут свое производство на индустриальном парке. Там практически создается новое производство. Это новые рабочие места с высокой производительностью труда. И от ответственного труда будет достойный уровень заработной платы для молодых людей города Канаша, для молодых людей с пригородных районов, для сельских районов. Это тоже очень важно. Самочувствие у канашцев такое тоже хорошее. Вопросы были, они рабочего характера. На эти вопросы мы всегда реагировали, будем реагировать. И когда нужно их разрешать с нашей помощью, мы всегда с командой администрации города Канаша разрешали и будем разрешать. Это я говорю ответственно. Специально для программы «Вести недели» Олеся Григорьева, Павел Шевченко, Павел Павлов. О ходе избирательной кампании, жилищных проблемах говорилось в рамках единого информационного дня в Канаше. Прием граждан провели министр информационной политики Александр Иванов и глава администрации Виталий Михайлов. На прием к главе записались 2 человека. Частный дом по улице Промогородной, по мнению проживающих там, подлежит сносу. В доме холодно, сквозняки, ремонта давно не было. Помещение приватизировано, поэтому муниципальное жилье взамен этому предоставить не получится. Программа ветхого и аварийного жилья завершена. Ожидаем другую программу, пояснил глава. Но, тем не менее, в 3-недельный срок обещал просмотреть все возможные варианты решения проблемы в рамках действующего законодательства. Улица Кабалина, дом 5. В 2016 году его признали аварийным, но к тому моменту программа расселения жильцов была уже завершена. В опасных, на их взгляд, условиях жизни находится 8 семей. Министр Александр Иванов и глава администрации Виталий Михайлов взяли вопрос на карандаш. 18 марта 2018 года состоятся главные выборы страны. Голос каждого жителя города важен. О способах голосования руководители информгруппы пообщались с работниками элеватора. Олеся Григорьева, Елена Бладцева, Вести. Канашцы приняли участие в 36-х стартах лыжни России. В городе она проходит 10-й раз. 3943 человека вышли на лыжную трассу. Для многих это было в первый раз, но есть и те, кто 10 лет подряд из года в год покоряет вершины и ставит все новые и новые рекорды.
Около 4000 человек с самого утра ожидали начала соревнований. Алексея Петрова мы заметили сразу. Уверенно завершая круг за кругом, остановился передохнуть. Дождавшись, подошли к нему. Алексей – биатлонист в спорте с раннего возраста. Сегодня дипломированный специалист. Рассказал немного о себе и выразил большую боль из-за ситуации на Олимпиаде. Пожелаю здоровья, успехов, удачи и хочу, чтобы все поддержали наших спортсменов на Олимпиаде. Очень тяжелая ситуация, очень их жалко. И я вот буду завтра болеть за своего друга, который будет участвовать в биатлоне. И сегодня наша землячка Татьяна Акимова тоже будет участвовать. Призываю всех болеть и поддерживать. Начало старта ожидали члены женского совета города. Мы, женщины города Канаша, решили сегодня принять участие в всероссийской лыжной гонке «Лыжня России», поскольку спорт – это здоровье, и все из нас являются руководителями учреждений города, и поэтому вдвойне приятно, что мы и женщины, и мамы, и просто активные жители города Канаш, кто хочет быть здоровым и своим примером показать, чтобы за нами следовали не только женщины, мужчины, дети, девочки, мальчики, в общем, все занимались спортом. Лыжные гонки – это самый здоровый вид спорта. Поздравляю всех с праздником. Для меня «Лыжня России» – это, конечно же, хорошее настроение, бодрость духа и, конечно же, здоровье. Лыжи – это здоровье. Сегодня пришли, я только захожу в парк, мне говорят: а как ваше здоровье? Вы же такие-сякие. Не надо напоминать нам о болезни. Мы здесь, значит, мы здорово все это, здорово жить. 36-й раз проходит эта вот акция всероссийская. Мы вот, правда, к стыду я хочу признать, что только раз в год вытаскиваю лыжи. Это стыдно, но я исправлюсь. Всех с праздником! Салам! Глава администрации Виталий Михайлов среди любителей лыжного спорта. Место, где люди катаются на лыжах, это городской парк. Здесь оборудованы две трассы. Одна для малышей и одна для взрослых. Спортшкола активно в этом участвует. Канашские лыжники очень много занимают призовых мест в масштабе нашей республики. И даже получается так, что где-то даже ограничивают участие наших спортсменов, потому что очень сильная плеяда спортсменов у нас в городе Канаше именно в качестве лыжного спорта. Поэтому этот посыл хотелось бы продолжить, чтобы наши спортсмены и в масштабах России занимали призовые места. Со своей стороны, какая нужна помощь, мы помогаем. Со спортшколой в тесном контакте работаем. Александр Иванов, министр информационной политики, частый гость Канаша. Пожелав со сцены удачи участникам, нам в интервью признался, что удивляется, насколько канашцы любят свой город, спорт, умеют веселиться и работать. Занятие спортом – это вообще жизнь. Это самая главная составляющая жизни человека – это спорт. Поэтому в молодые годы, я уверен, что вот сегодня тоже многие занимаются. А сам я занимался очень много видами спорта. Поэтому для меня спорт это очень много значит. Особенно, когда есть большие задачи, и спорт помогает решать эти вопросы. Как бы концентрироваться из силы, вовремя выкладываться полностью и при этом сохранить форму. Это очень важно. Старт «Лыжни России» дал ВИП-забег, где участвовали руководители города, депутаты. Отличный пример показали ветераны, результатами удивили дети и студенты. Сегодня прекрасный день, прекрасная погода, свежий воздух, массовая лыжня России. Это праздничный день для многих любителей спорта. Собрал здесь и горожан, и всех гостей. Тех, которые действительно любят активный образ жизни, спортивный образ жизни, красоту природы, заряжаются энергией, позитивом. Я хочу пожелать им всем успехов. Мы проехали круг, сделали. Это, опять-таки же, дал нам возможность зарядиться энергией и дальше дружно, плодотворно работать во благо нашего города, нашей любимой Чувашии и страны в целом. Олеся Григорьева, Павел Шевченко, Павел Павлов. Городской парк культуры и отдыха. Поздравляем всех мужчин с Днем Защитника Отечества. Желаем бодрости духа, мужества и крепкого здоровья. А на этом наш выпуск завершен. Удачной вам недели. До свидания.
Пчеловодам и любителям меда на заметку. В магазине пчелиной продукции по адресу город Канаш, улица Железнодорожная, 89 вы сможете приобрести ульи, медогонки, рамки, защитную спецодежду, систему вывода пчелиных маток, вощину, книги о пчеловодстве, лекарственные препараты для лечения пчел и другой пчелоинвентарь, а также всевозможные масла, целебные бальзамы на основе меда, аромасвечи и многое другое. Все предложенные пчелопродукты известны своими целебными свойствами. Мы ждем вас. Город Канаш, улица Железнодорожная, 89.